Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вас любит? Любит по-настоящему. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. И пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какой тут мужчина! О, красавец! Ух, стрела вверх пошла. Ой, девочки, что вы с ним делаете? Свели мужика с ума, довели просто до грани отчаяния. И еще одна новость. Здесь не один мужчина вас любит. Здесь еще одного показали. Два мужчины и одна женщина. На вопрос, кто вас любит. Давайте начнем с вот этого, у кого прям, ух, стрела вверх пошла. Я, девочки, так скажу, что вы этого мужчину точно знаете. И, скорее всего, вы о нем недавно думали. Недавно, да, может быть, несколько минут назад, несколько часов назад, может быть, прошлой ночью вы думали о нем. Прям в голове что-то прокручивали. У вас тоже к нему есть чувство. У кого-то это чувство любви, у кого-то это симпатия, у кого-то это чувство благодарности, но у кого-то это обида. Извините, но кто-то и обижен на этого человека. Вот, он вас любит, любит по-настоящему. Мужчина яркий, мужчина интересный. Вот он какой-то, знаете, залипательный. Я не могу понять, что это. Это какой-то шарм, это харизма. Вот залипательный, на него залипаешь. Да? Вот умеет он найти ключик, умеет подобрать подход. Он очень многим нравится. Может быть, он и неказистой внешности. Может, это не какой-то там, знаете, супермодель мужчина. Но вот что-то в нем такое есть, что он нравится женщинам. Либо женщины не могут сказать ему нет. Но вот такой вот он сам по себе. Язык у него подвешен. С ним как-то тепло, уютно. Знаете, вот такой вот согревающий. Вот какие-то всегда слова говорит, что прям чувствуешь рядом с ним себя какой-то вот королевой. Вот действительно, не меньше королевой. Но есть одно большое но. Рядом с этим мужчиной, видите, женщина стоит. Буквально у него на руке повисла. И отпускать она его не хочет. Не хочет. Она прям вцепилась в него, когтями вцепилась. У кого-то отыграется, что это такая мама. Мама суперзаботливая, мама ревнивая, мама, которая сыночку-корзиночку для себя растила. Да? И женщина его, она всерьез не воспринимает. А у кого-то отыграется, что у мужчины есть другая женщина. Женщина, которая... Ой, ну давайте скажем так, я не вижу тут прям любви, я вижу здесь эгоизм. Эгоизм, да? То есть, может быть, когда-то и была любовь, но уже давно всплыла, и она такая, ну нет, типа, это мой мужчина, это мой муж, что же там, не разведенной быть, да, нет, я на такое не пойду, либо что мне там на зарплату жить, либо на что, на элементы жить, я не хочу, да, мне деньги нужны, мне статус нужен. Ну, прям вцепилась, крепко вцепилась и очень, ну, держит, да, боль, видите, она ему прям в бок пикой постоянно колет. Она его мучает. Она и сама с ним мучается. Даже если это его мама, да, она видит, что сын не может личное счастье найти из-за нее. Но с другой стороны, она такая, ну, я же для себя рожала, да, что значит он счастье не может найти, да, он должен мне и время, и деньги, и участие, да, и она его колет. Как только он с какой-то женщиной сойдется, она начинает сразу там, на эту женщину гадости говорить. Но у кого-то действительно есть ну, жена, да, жена, либо сожительница, которая вот вцепилась руками, ногами, правдами, неправдами и не желает отпускать, хотя она его мучает. То есть она и сама с ним счастливо не живет. Ну, разве что вот это финансовое, материальное благополучие, статус есть. А так вот, что прям любовь, счастье, нет, я такого не вижу. Ну, прям знатно вцепилась. Смотрите, этот мужчина, он, конечно,
хорош собой, ну, в плане того, что вот он такой весь из себя залипательный, но с другой стороны, я вижу, что он немножко нерешительный, либо мягкотелый, да. Внешне на него посмотришь, может быть, он даже какой-то руководитель, занимает какую-то высокую должность, либо крутит свой бизнес там успешный, вот, и в голову не придет, что он может быть слабохарактерным, вот, но на самом деле это так, немножечко такой, знаете, ну, решиться не могу, выбор не могу сделать, там, ну, зажимаюсь, еще что-то у него может происходить. В общем, девочки, что есть, то есть. Может, из-за этого вы на него обиделись, да? Может быть, из-за этого вы думали о нем и думали, что ну как так, да, вроде как бы и состоялся мужчина, никак выбор сделать не может, и мне голову морочит, и сам мучается, да? Ну, зачем это все? Может быть, вы только-только лишь с ним начали как-то взаимодействовать, да, вы думаете, он интересный мужчина, но он же не свободен, либо он такой, знаете, мамочкин сынок, стоит ли мне с ним в отношения входить? Ну, какая-то такая вот информация. Что мне очень бросилось в глаза? Да то, что этот мужчина, он молится за вас. Молится, вот реально он, ну, каждый день, вот не знаю, в храм заезжает, либо он дома, там у него, потому что этот иконостас, допустим, если он христианин, вот, и он молится за вас, чтобы с вами все хорошо было, чтобы вас никто не обидел, чтобы вы были здоровы, чтобы вы его любили, а чтобы он вас любил, и чтобы вы вместе были, да, вот какие-то такие молитвы он читает. Ну, интересно, конечно, я такое, ну, не могу сказать, что я не видела, но это крайне редко, когда мужчины молятся. Обычно это как бы прерогатива женщин, а тут выходит такая информация. Давайте я по этому случаю еще и карты возьму. Посмотрим, о чем его мысли, какая у него любовь и что он с ней делать будет. Потому что я вижу, что он рисует дороги в вашу сторону, птиц рисует, но каких-то конкретных действий, вот прям, что он там сделал выбор, он пришел к вам, он позвал вас замуж, да, я не вижу, не вижу. Во-первых, я хочу узнать, что с вот этой женщиной, да, будет дальше. Отпустит ли она его, отстанет ли она от него. И также я хочу понять, что он будет делать. Но вот он мне показывает семерки. 2 семерки показал. Может быть, 7 числа он что-то будет делать. Может, он готовится, да, через 7 дней что-то сделает. Но вот семерки у него за спиной, он о них думает, он к ним готовится. 2 семерки показали. Одна четкая, другая немножечко такая, знаете, погнутая. Потому что у него как 2 плана, 2 каких-то миссии. Вот. Ну, семерка — это еще и число успеха, достижения. Может, он решил там добиться вас любой ценой, да, быть успешным вместе с вами. Сейчас посмотрим. Так, ну давайте сначала посмотрим на эту женщину. Отпустит ли она его? Отпустит ли она его? Отпустит ли она его? Ну, смотрите, если она просто как мама, да, не жена, но мама, да, то она его отпустит, когда вы ей докажете, что вы, сыночки, корзиночки, достойная пара. Тут придется постараться, тут придется ее как-то там, не знаю, ублажать, как-то себя проявить, чтобы она позволила. Но она женщина все-таки не глупая, да, понимает, что у мальчика уже возраст, да, что нужно все-таки уже и жениться, и детей заводить, тем более он вас любит, то есть отпустит. Если это жена, то здесь немножко другая история, потому что она очень много крови может попить, ну, как змеюка подколодная, да. Чтобы развестись, конечно, тут не один пуд соли нужно будет съесть. И еще мне идет, что она как-то людей может настраивать и против вас, подрывать вашу репутацию. Ну, против мужчины, конечно, будет настраивать. Но все равно сад, видите, ворота открываются, калитка открывается. То есть выход будет. То есть с боем, но она отстанет. Может быть, даже придется какие-то очень большие откупные давать, чтобы она вот действительно отстала. Так, теперь давайте посмотрим, что этот мужчина делать будет. А? Как он будет там к вам пробиваться, что он для вас делает конкретно, как любовь свою опишет. Башня, якорь. О, ну, вы знаете, мои хорошие, вот мужчина, он начнет действовать, когда поймет, что ну, его любовь
под угрозой. То есть если у вас с кем-то другим начнется общение, если вот какой-то другой мужчина будет проявляться в вашу сторону, и вы будете этого мужчину принимать, вот тогда он начнет действовать. У мужчины тяжелая сейчас обстановка, все-таки и башня выходит, и у него там со здоровьем могут быть проблемы, и в бизнесе могут быть проблемы, да. Ему нужно как-то прийти в себя, якорь бросить. Ну а дальше как бы любовь у него только лишь растет к вам. И вы единственная, кого он так сильно любит. Поэтому он будет вас добиваться. Но вот если кто-то его спровоцирует на ревность, он гораздо быстрее это все сделает. Да? Либо не будет считаться с какими-то условностями, а вот прямо пойдет. Давайте посмотрим, что это за семерка. Что за семерка? О чем эта семерка? О чем семерка? Нет, ну он готовится именно через 7 дней, либо 7 число следующего месяца. Он готовится к какому-то, ну вот семья, род семья, либо близкие люди будут, да, вот как заявит, объявит, может быть вас представит, может быть там заявит о разводе, что-то вот он будет делать, будет искать шанс и выход в решение вашей проблемы общей, да, чтобы вместе быть. И также у кого-то еще отыграется, что он именно вот как 7-го, допустим, может быть, придет к вам, в ваш дом, в вашу семью. Придет не просто так, придет с важными словами, с подарками придет. И вот прямо о чем-то вы прям договоритесь, да. Так, стоит ли вам этого мужчину всерьез рассматривать? Стоит ли вам всерьез его рассматривать? Ну, потому что мужчины разные, да. Стоит или нет? Стоит или нет? Ну, вы знаете, не знаю, карты такие все не очень, если честно. Ну, вы и сами видите, да? И ключи, и тучи, и мыши, и горы, еще и змея. Чтобы с этим мужчиной быть, тут, конечно, надо страдать. Там все не так однозначно. Там есть много всего, чего вы не знаете. И чтобы вы были вместе, здесь вот прям придется прям все пройти. И Крым, и медные трубы. И не солоно нахлебавшись, да, кое-как выжить. Ну, карты не рекомендуют. Вы женщина прекрасная, вы достойны лучшего. Да, возможно, этот мужчина вас любит. Да, возможно, любовь его настоящая. Но как особого счастья он вам не даст. Особого счастья. Да, может, мама его и отпустит, но все равно будет держать под своей юбкой, да. Либо, как я говорила, там бывшая будет постоянно проблемы создавать и мучать и его, и вас. Ну и плюс есть что-то, чего вы не знаете об этом мужчине, может быть, об его особенностях характера, манерах, не знаю, там что. Может, он такой тихий, спокойный, а потом как что-нибудь сделает, да, как и напьется, так и все, и прячьтесь. Ну, не знаю, карты не рекомендуют. Ну, вы сами видели, да? Ну, другой человек, другой. Вот я спросила, будет ли другой. Будет другой. Вам другой для любви идет. Так, дальше. Женщину давайте рассмотрим. Женщина – это либо ваша мама, либо подруга, либо сестренка. Женщина, которая действительно вас любит, но у вас в последнее время как-то отношения не очень. Не очень, ну, как-то расходятся мысли, может, там критика какая пошла, может, в принципе, давно не общались. Но она вас любит, ну, платонически, понятное дело, и очень сильно за вас переживает. Может быть, она не умеет свою любовь показывать, да, может быть, у вас с мамой достаточно холодные взаимоотношения, вы такая, вот мама меня не любит. Но на самом деле мама любит. Просто она не умеет эту любовь свою транслировать и показывать. Да? Может быть, она тоже росла в такой семье, где это было не принято. Да? Вот бывали же семьи, когда люди там работали от рассвета до заката, детей своих не видели, да? Дети сами по себе росли. Вот. И особо там никто ее не приласкал, никто ее там не обнимал, на ночь не целовал. И она просто не умеет показывать свою любовь. Может быть, она не хочет, чтобы вы допускали такие же ошибки, как у нее были в жизни. И она как бы, ну, держит вас в ежовых рукавицах, либо держала в ежовых рукавицах. Может быть, она
имеет еще детей, там у вас есть братья и сестры, и вот вас она видит как сильная личность, та, которая может совсем справиться, всего добиться, то есть считает, что вы в ней не нуждаетесь. А, например, ваш брат либо сестра, это как бы младший, либо старший, неважно, человек более такой, знаете, мягкий, не самостоятельный, которого нужно поддерживать, которому нужно помогать, и вы, наверное, задавались вопросом и говорили: мама, да как же так, почему, значит, ты с меня там требуешь, ждешь, надеешься, а, например, с моего брата либо сестры ты прям пылиночки сдуваешь и все прощаешь. Вот. И было такое впечатление, что ваша, например, мама любит другого своего ребенка, но не вас. Вот. На самом деле это неправильно, это ошибка. Мама любит вас и любит очень сильно. Вы ее звездочка, вы ее гордость. И она просто знает, что вы сильный человек. И показывать свою любовь она просто не умеет. Да? Не умеет так, как вы бы этого хотели. Если это ваша сестра, может, вы там поссорились, разругались, то сестра очень сильно жалеет о том, что это все произошло. Знает, что вы гордая женщина, что не так-то просто с вами помириться. Возможно, она действительно перед вами очень сильно виновата, там, сказала лишнее, повела себя очень там, бескультурно, некрасиво. И она бы многое отдала, лишь бы с вами помириться. И очень жалеет о том, что да, момент был упущен, либо она там в свое время что-то не сделала. Вот. Ну, вы для нее любимая сестра. И также у кого-то, возможно, подруга есть. Подруга, с кем вы поссорились, может быть, в принципе, вы как-то вот по жизни разошлись. Но мне больше идет почему-то какая-то вот ссора негативная, потому что с левой стороны. Вот. Если подруга, то вы для нее были больше, чем подруга, вы даже были больше, чем сестра, понимаете? Вот прям родная вы для нее были. И, конечно, тоже очень жалеет, очень переживает, и многое бы отдала, лишь бы вот опять быть рядом с вами, помириться, там, сгладить эту всю вину, конфликтную ситуацию убрать. Вот готова, знаете, вот как что-то отдать, платить, может, даже кому-то ходит для того, чтобы кто-то провел обряд на примирение, на восстановление отношений. Может быть, она там, не знаю, деньги собирает, чтобы ближе к вам как переехать, перебраться, чтобы иметь возможность с вами не только восстановить отношения, но и постоянно находиться на связи. Так, и еще один мужчина мне выходит. Но тут мужчина, он, конечно, по лилии. Мужчина по лилии — это прям крутой мужчина. Королевская кровь, особый статус, особое положение. Мужчина может быть каким-то привилегированным чиновником, руководителем высокого ранга, наследником какой-то родовитой, именитой фамилии. Все-таки лилия — это королевский цветок, как я уже говорила. Непростой человек, у него черты лица какие-то вот необычные, утонченные, что ли, или очень такие четкие линии, да. Вот лицо нетипичное лицо, какое-то вот прям не идет очень строгое, вот что-то у него прям такие, знаете, вот линии мне идут, там скулы, подбородок, что глаза, нос, может быть, у него орлиный. Вот какой-то мужчина очень необычный. Ну, явно голубая кровь у него там где-то есть, примешалась, скажем так. Может, действительно какой-то очень крутой наследник. Либо мужчина, кому суждено в жизни занять какую-то прям такую роль лидера, главы, да, это не просто там какой-нибудь начальник там третьесортный, это уже какой-то управленец там высшего ранга, может быть, даже какой-то прям министр, депутат, ну, не депутат, скорее всего, премьер-министр, да, вот как-то так мне идет. Знаете, это человек, он вас где-то наблюдает, не часто наблюдает, но наблюдает. И у этого человека, вопреки его характеру, к вам действительно тепло в сердце есть. Это такая вот любовь, она, как бы это сказать, как муза, да? Вы для него как муза. Этому человеку, чтобы творить, чтобы достигать, чтобы добиваться, нужно всегда иметь музу. И вы для этого мужчины муза. Он не знает о вас, может быть, ничего, а может быть, он все про вас знает. Он не намерен к вам подходить, он не намерен с вами выстраивать обычные как отношения между мужчиной и женщиной, но его интересует вот эта платоническая любовь, возвышенная любовь, вы его муза. Он вас даже, возможно, каким-то именем называет, которое совершенно не ваше. Вот он посмотрел на вас, вот ей идет имя такое-то, да, и он вас называет. Вот. Мужчина, который очень много часто вас представляет, и мужчина, для которого вы какой-то, я не знаю, стимул. Муза, она и есть, да, стимул.
Не знаю, мне кажется, что у него такое вот с детства идет. Ему постоянно нужно было иметь музу, либо быть в кого-то влюбленным для того, чтобы достигать и добиваться своих целей. Единственное, что был какой-то момент, что этот мужчина вот прям залип на вас, он смотрел, не отрывая глаз. И вы это заметили, и вам было некомфортно. Вот где-то вы были, может быть, я не знаю, там где-то в банке, на работе, просто улицу переходили. И вот он, например, проезжал в машине, и он прям залип на вас глазами. И вам было некомфортно. Вы еще такая подумали: фу, какой холодный, неприличный человек. Ну разве так можно вот прям смотреть, не сводя глаз? Вот как будто бы насквозь вас видел. Вот этот человек. Не будет он искать встречу, не будет перед вами раскрываться, вы просто будете его музой. Но, девочки, есть такой еще момент, что если вдруг вам потребуется какая-то помощь, либо он узнает, что вы там, не дай бог, в беде, либо в каких-то сложных ситуациях жизненных, то он тайным образом, инкогнито будет вам помогать. То есть вы все равно не узнаете, что это был он. Вот. Давайте я еще на картах на него посмотрю. Хотя, в принципе, здесь уже все показано. Инкогнито он будет помогать, открыто подходить к вам точно он не будет. Вот, вы его муза, музой вы есть, музой останетесь. Скорее всего, у человека либо нет потребности в том, чтобы быть в отношениях, либо у него там семья, там приличия соблюдены, да, его больше ничего не интересует. Он человек либо творческий, либо он действительно делает вот эту карьеру, да, скорее всего, политическую карьеру. То есть, представьте, что значит для человека развод. Хотя, в принципе, и президенты разводятся, да, кто его знает. Мы же смотрим на ближайшее время, поэтому как-то так. Ой, холодный, отстраненный. Нет, девочки, он не будет к вам проявляться, но будет как-то тайным образом что-то делать в вашей жизни и как-то вам помогать. В тучах будет постоянно находиться, в маске будет на вас смотреть, виду не подаст, но будет постоянно за вами следить и наблюдать. Так мне идет. Судя по всему, такой характер, да, бывает. Как извращенцев много, к сожалению. И каждый, да, со своими тараканами. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.